Центр видеонаблюдения в Общественной палате Коми закрылся. Площадка работала до последнего подписанного протокола участковой избирательной комиссии. По окончанию выборов общественники провели брифинг, главными спикерами которого стали наблюдатели. Какая атмосфера царила на избирательных участках, расскажет Наталья Юрина. Брифинг по окончанию выборов. В первых рядах наблюдателей. В этом году на избирательных участках Коми отработало более 2000 следящих за соблюдением закона. Подготовила их Общественная палата Коми. Провела более 30 обучающих семинаров, несколько десятков круглых столов и встреч с федеральными экспертами. Была разработана даже специальная рабочая тетрадь наблюдателей. Как итог, на выборах отработали слаженно, разбирательств не было, вопросы решали в обычном режиме. Помимо центра видеонаблюдения, в котором мы сейчас с вами находимся, в соседнем малом зале у нас еще есть мониторинговый центр, куда скапливалась вся информация о возможных нарушениях. Да? И вот как раз работа и мониторингового центра, и центра видеонаблюдения говорит о том, что никаких нарушений зафиксировано не было. На одном участке в среднем работало 6 наблюдателей. Следили за всем процессом. От отпечатывания каибов и ящиков для голосования до подсчета голосов и оформления протоколов. При этом, как подмечают в Общественной палате, напряженную атмосферу между наблюдателями от разных партий не было. Никаких замечаний, существенных нарушений вообще не было за все 3 дня. Все было своевременно, организовано. Молодые люди шли хорошо, но более активность наблюдалась в пятницу где-то во второй половине дня и сегодня во второй половине дня. Итоги работы штаба проводят по традиции на следующий день после финиша избирательной кампании. Здесь на протяжении 3 дней эксперты и общественники в круглосуточном режиме следили за процессом с помощью большой видеостены. Трансляция велась с 356 камер, установленных на участках. Как отметили в Общественной палате, новшество помогло в режиме онлайн отслеживать площадки. Впервые для общественной палаты, да, впервые для этой системы общественного контроля была вот именно в формате визуальном видео, когда мы действительно могли не на пальцах, не через догадки, не через какие-то комментарии, да, ситуации там доносить, а мы видели визуально, мы видели в течение 3 суток, фактически мы сами были неким оком, да, которое вот буквально вот почти что больше половины избирательных участков Республики Коми контролировало вот в формате онлайн. Выборы в Госдуму стали и темой правового диктанта. Познавательная акция стартовала еще в мае. Проверить свое знание решили 95 участников из Коми и 1 из Махачкалы. Почти половина заявилась из Усть-Куломского района. 3 представителя этого муниципалитета и заняли призовые места. Каждый житель республики, участвовав в правовом диктанте, смог показать свои знания в сфере законодательства по выборам депутатов высший законодательный орган нашей страны. А многие участники, как в этом глубоко убеждены мы, повысили уровень своей правовой культуры в этом вопросе. Подарки в ближайшее время отправят победителям. Правовому диктанту в следующем году быть. Также в Общественной палате Коми пообещали разработать новые проекты и конкурсы по повышению правовой культуры граждан. Наталья Юрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.